23 февраля руководство Меджлиса собирает на площади Ленина митинг. Есть все основания полагать, что против собравшихся на этот митинг людей будет организована масштабная провокация. Мы должны предупредить население Крыма и особенно крымских татар, которые являются основной мишенью этой акции, о готовящейся против них провокации. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы мир и стабильность в Крыму были нарушены радикальными действиями Меджлиса. Поэтому активисты крымских земельных акций, правление общественной организации СИБА на вчерашнем собрании актива приняли обращение к нации. Мы хотим ознакомить вас с этим обращением и попросить максимально донести до всех жителей Крыма. Текст обращения, я вот сейчас его прочитаю. Обращение к нации. Крымстарский народ не должен стать заложником политических амбиций. Украина перешла на новый виток противостояния легитимной власти, радикально настроенной оппозиции, пытающейся совершить в стране государственный переворот. 17 февраля состоялась встреча Арсения Яценюка и Виталия Кличко с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. 18 февраля Яценюк и Кличко вернулись в Украину, и в тот же день Киев захлестнула волна насилия и кровопролития. Люди гибнут как со стороны оппозиции, так и со стороны правоохранителей. В Киеве горят захваченные радикалами здания, центр города практически разрушен. Оппозиционеры намереваются распространить боевые действия по всей территории Украины и не скрывают этого. Одним из примечательных событий 18 февраля стало выступление бывшего председателя Меджлиса Мустафы Джемилева. Выступая на сцене Евромайдана, Джемилев публично призвал создать очаги сопротивления во всей Украине, очаги сопротивления действующей власти. Именно по антиправительственному призыву Джемилева нынешний председатель Меджлиса Рифат Чубаров пытается собрать крымских татар на митинг 23 февраля. Для того, чтобы собрать на площади как можно больше народа, руководство Меджлиса идет на откровенную ложь, призывая людей на площади именем национального героя Намана Челебиджихана. Никогда в течение 22 лет существования Меджлиса дата убийства этого выдающегося деятеля крымско-татарского народа не отмечалась Меджлисом, тем более на центральной площади Симферополя. Используя имя народного героя, руководство Меджлиса собирает крымских татар, чтобы устроить массовую провокацию с попыткой захвата здания Совета министров АРК Крым. Самое страшное в этой провокации, что и жертвами станут не только люди, которых лидеры Меджлиса обманом соберут на площади 23 февраля. Жертвой этой масштабной провокации руководство Меджлиса станет весь крымско-татарский народ, от имени которого специально привезенные в Крым боевики оппозиции будут озвучивать антиправительственные лозунги и штурмовать здание правительства Крыма. Фото и видео этого штурма оппозиционные и прозападные СМИ разнесут по всему миру, представив крымских татар в качестве радикалов и экстремистов, действующих против правительства Украины по указке лидеров оппозиции. Таким образом, крымские татары будут противопоставлены всему законопослушному обществу Украины, поддерживающему действующую власть и легитимно избранного президента. Более того, 23 февраля традиционно отмечается Украина как День защитника Отечества. Проведенная в этот день антиправительственная акция, направленная на разворачивание в Крыму киевского сценария, однозначно будет воспринята всеми крымчанами и другими гражданами Украины как надругательство над этой памятной датой. И гнев за это надругательство будет направлен на весь крымско-татарский народ, от имени которых руководство Меджлиса будет заявлять антиправительственные лозунги и совершать противоправные действия. Крымские татары вернулись в Крым, чтобы жить в мире и добрососедстве со всеми населяющими Крым национальностями. Мы не должны допустить, чтобы политические амбиции радикально настроенных врагов Украины вновь ввергли наш многострадальный народ в горнило ненависти и вражды со своими соседями. Нашему народу нужен мир и стабильность в Крыму, и мы должны приложить все усилия, чтобы этот мир и стабильность не были нарушены никакими радикальными силами. Митинг 23 февраля – это тщательно спланированная акция оппозиции, с которыми они планируют начать разворачивать в Крыму киевский сценарий с коктейлями Молотова, поджогами домов, убийством мирных граждан и правоохранителей. Эта антинародная и антиправительственная акция не имеет никакого отношения ни к проблемам крымских татар, ни к истории крымско-татарского народа, ни к памяти Намана Челебиджихана. Проведением этой акции глава Меджлиса угрожал властям еще в конце января, после провального митинга Меджлиса у здания представительства президента Украины в Крыму. Но тогда председатель Меджлиса ни слова не упомянул о Намане Челебиджихане, спекулируя именем которого он сегодня пытается прикрыть очередную провокацию руководства Меджлиса против своего народа и всего Крыма. Мы призываем крымских татар
воздержаться от участия в антиправительственном митинге руководства Меджлиса 23 февраля. Мы призываем крымско-татарских матерей защитить своих детей от участия в опасных для их жизни акциях. Наша молодежь – будущее нашего народа. И мы должны уберечь наших молодых людей от участия в радикальных акциях оппозиции, чреватых пролитием крови и гибелью наших соотечественников. Мы призываем старейшин крымско-татарского народа: примените свой авторитет и жизненный опыт для защиты своего народа, разъясните всем соотечественникам опасность участия в радикальных акциях. Мы призываем весь крымско-татарский народ проявить мудрость и остаться 23 февраля в своих домах, не поддаваться на лживые призывы тех, кто, узурпировав право, говорит от имени народа, за 22 года не решив ни одной проблемы крымско-татарского народа. Актив крымских земельных акций правления ОСИБАТ, председатель правления ОСИБАТ Сейдалиев Ришат. Вот это было принято вчера на общем собрании нашей организации и всего актива протеста.